Татарстан – один из самых привлекательных регионов России как в экономическом, так и в культурном плане, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом он заявил на этой неделе во время встречи с президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Дни нашей республики прошли в рамках Года России в Казахстане. Но, как говорят многие наблюдатели, оказались намного эффективнее, чем это предполагалось накануне визита. Из Астаны репортажа Дмитрия Второва. Прошло лишь 7 лет, как столица Казахстана из Алматы переместилась сюда. И сейчас Астана напоминает грандиозную стройку. Выросли монументальные здания министерств, досуговых центров и комплексов, проспекты, строится много жилья. Похожие языки, развивающаяся экономика, лидирующие позиции в индустрии. Таковы некоторые сходства Татарстана и Казахстана. Похожи даже наши гербы. На обоих изображен барс. Кроме того, на этой неделе наши столицы стали городами-побратимами. Соглашение об этом подписано между Акимом Астаны Умирзаком Туркеевым и мэром Казани Камилем Исхаковым. Теперь загорелся зеленый свет для налаживания связей. Сотрудничество двух республик началось с начала 90-х. Сегодня товарооборот достигает 127 миллионов долларов в год. Из них 110 – это наш экспорт. В правительстве встреча с премьером Казахстана Даниалом Ахметовым. За полчаса удалось обговорить целый блок экономических позиций. Судя по всему, активизируется сотрудничество с КАМАЗом, готовится продолжение поставок в Казахстан продукции нефтехимии, фармации, зеленодольских холодильников. Кроме того, готов проект по ремонту здесь казанских вертолетов Ми-8. От договоренности и слов к визуальным ощущениям удалось перейти чуть позже на презентации татарстанской экономики. Здесь представлено почти все. От художественных промыслов и горячительного до нижнекамскшины и продукции Алмаз-холдинга. Основной доклад шефа Минвнешэкономторга Республики Хафиза Салихова. Коротко и доходчиво о главном. Быть с такими близкими народами и иметь такой небольшой товарооборот. Минтимер Шаймиев видит причину в разрыве экономических связей после развала Союза. Было время, смотрели на Запад, искали счастье на стороне. Но сегодня созрели для серьезной интеграции. Не вина чья-то. Это то, что случилось в постсоветском пространстве. Мы хотим наверстать, с моей точки зрения, даже упущенное. Взаимный интерес огромный. Мы также обсудили вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством в области нефтедобычи, поскольку именно у Татарстана есть самый эффективный опыт повышения нефтеотдачи пластов. Кроме того, рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшей интеграцией в области индустрии, машиностроения. Конечно же, Казахстан интересует вопросы, связанные с повышением своей обороноспособности. Продолжение переговоров уже на высшем уровне. Минтимер Шаймиев встретился со своим коллегой, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Речь шла о дальнейших взаимоотношениях двух республик. Как и предусмотрено протоколом, встреча на высшем уровне сопровождается официальным приемом нашей делегации от имени главы Казахстана. Далее наши министры выехали на встречу к своим коллегам в отраслевые министерства. Генеральные директора отправились договариваться о контрактах для своих предприятий, а президенту показывали достопримечательности Астаны. Стоит лишь дотронуться до золотого отпечатка руки президента Казахстана, и желание, загаданное в этот момент, обязательно сбудется. С высоты птичьего полета 97 метров Астана как на ладони. Президентский центр культуры в Астане – это святая святых. Здесь самые старинные монеты и музыкальные инструменты, среднеазиатские юрты и вся современная история Средней Азии. Посещение монумента защитников Отечества – это дань памяти павшим при защите одной единой страны. Все запланированное посмотреть, к сожалению, не удалось. Но перед концертом мастеров искусств президент Шаймиев не мог не встретиться с казахскими татарами. Разговор не только о проблемах, больше слова благодарности. Диаспора называет Минтимера Шаймиева президентом татар всего мира. Для них очень важно, что на их исторической родине сохраняется мир и межконфессиональное согласие. Нурсултан Назарбаев не особый любитель походов в театры, на выставки и вечеринки, но для Татарстана сделано приятное исключение. В столичном драмтеатре двух президентов встречали стоя. Концерт мастеров искусств – это презентация нашей национальной культуры. Ля Примавера, госансамбль песни и танца Резида Галимова и Казан Егитляры. Казахстанцы с нетерпением ждут в гости татарские театры, драматургов и художников. Символично и то, что делегация из Казани приехала сюда, в Казан. Именно так с казахского переводится месяц октябрь. Сегодня уже многие называют Дни Татарстана восклицательным знаком Года России в Казахстане. Он уже внес неоценимый вклад в развитие экономики двух стран, и во многом здесь постаралась наша республика. Дмитрий Второв, Рафик Галеев, телеканал «Россия-Татарстан» из Астаны.